Hürmetli посол, hürmetli Kırgız dostlar, мен сіздің барлығыңызға да Татарстаннан, Қазан қаласынан бик көп сәлемләр алып келдім. Бұл сәлемләрнең җылылыгында Чингиз Айтматов әсәрләреннән килгән җылылык та бар дип исәпләгез. Уважаемые друзья, я привез большой привет из Татарстана, из Казани, теплый привет, и в теплоте посланного через меня привета татарского народа вам, москвичам и киргизским друзьям, наверное, есть толика теплоты произведений Чингиза Толикулыча Айтматова. Продолжая тему, которую только что ведущий затронул, позвольте мне тоже поздравить всех нас с прошедшим праздником Великой Победы в Великой Отечественной войне, в которой есть и немалая доля тех, кто к штыку приравнивал свое перо. Если бы, как точно было сказано, кровопролитная война затянулась еще на какое-то время, то, возможно, среди них был бы и Чингиз Толикулыч, ведь последний год призыва был 1927-28 год рядом, не успевший тогда написать произведение, составившее основу вот этого четырехтомника. Война, снаряды, осколки, пули, они не знают, в кого они попадают и чью жизнь уносят в безвестность, а когда в человеке живет будущее. Я благодарю посольство Киргизии в России и библиотеку иностранной литературы за приглашение во второй раз на этот московский праздник, связанный с именем Чингиза Айтматова. В первый раз я был здесь в октябре 2013 года, когда открывали памятник Чингизу Толикулычу. Сегодня 13 мая, а 16 мая 2008 года, то есть почти что ровно 7 лет тому назад, Казань содрогнулась от тревожной вести. Тяжело занемог Чингиз Айтматов, приехавший в Татарстан с киногруппой, снимавший о нем документальный фильм, связанный с его 80-летием. В этот день должны были состояться несколько встреч Чингиза Толикулыча, в том числе с тогдашним президентом республики Шаймиевым и с писателями Татарстана. Потом он должен был посетить Кукмарский район, однако, как вы понимаете, эти планы остались неосуществленными. Он вместо всего этого вынужден был полететь в Мюнхен в специальном самолете. Чингиз Толикулыч Айтматов многократно бывал в Татарстане. В один из приездов президент Академии наук Татарстана попросил у него согласия включить статью о нем в татарскую энциклопедию. Чингиз Толикулыч сказал, что он не только согласен, он даже имеет некоторые основания быть в энциклопедии Татарстана, и не только потому, что его произведения переведены на татарский язык, но и потому, что предки его матери Нагимы Хамзеевны Абдуалиевой из Кукмарского района, к счастью, в свое время местный краевед Лягуда Давлетшина нашла шаджару, родословное дерево древнего татарского рода Ишман, кому принадлежат предки и матери Чингиза Толикулыча, и смогла передать Чингизу Толикулычу. В 2006 году он приехал на столетие Мусы Джалиля. Высочайше оценив поэтический и гражданский подвиг поэта, он с трибуны театра оперы и балета имени Мусы Джалиля говорил о том, что нужно
И можно усилить пропаганду творчества Джалиля в международном масштабе, ибо в мире нет другого такого писателя, в котором так слилось воедино поэтическое геройство с солдатским подвигом. На фуршете я как-то, к слову, рассказал Чингизу Тарикулычу о том случае с Кайсыном Кулиевым в Казани, когда Кайсуну Шуваевичу после его блестящего выступления на родном языке в писательском клубе имени Тукая предложили остаться в Татарстане и стать татарским писателем. Кайсын ага, засмеявшись, сказал, что это невозможно потому, что он является поэтом не только балкарского народа, но и Кавказских гор. Чингиз Тарикулович тоже, засмеявшись, сказал, что он тоже, прежде всего, писатель Алатау, Иссык-Куля, киргизского народа, и после многозначительной паузы добавил и других. Предпоследний раз Чингиз Тарикулович приезжал в Казань в 2007 году на 70-летие первого президента Татарстана Ментимира Шариповича Шаймиева. Юбилейные мероприятия состоялись в культурном центре «Пирамида». По сценарию «Поздравить Шаймиева» на сцену поднялись мы и несколько татарских писателей во главе с Чингизом Айтматовым. Увидев его, зал взорвался шквалом аплодисментов. Почтить аксакала татарского народа, руководителя республики, приехал знаменитейший писатель Чингиз Айтматов, равновелико любимый и почитаемый Западом и Востоком, Севером и Югом. В звуках этих аплодисментов, разумеется, были и звуки гордости за татарскую часть родословной великого писателя и мыслителя. Он со сцены говорил о роли Татарстана в сохранении единства народов России, о скрепах российской государственности, о том, как в самые напряженные моменты истории мудрость целого народа концентрируется в одном человеке. Эту мысль сегодня мы всецело можем отнести и к самому автору знаменитых повестей и романов Джамиля, «Белый пароход», «Первый учитель», «Буранный полустанок», «Материнское поле», «Прощай, Гульсары», «Федя и пес, бегущий краем моря» и других всемирно известных произведений, в которых сосредоточены жизнелюбие и боль, радость и горе, покой души и тревога, сомнения и надежды человека XX века, независимо от его расовой, конфессиональной, политической принадлежности. В Чингизе Айтматове была сосредоточена мудрость целой эпохи, ознаменованной двумя мировыми войнами, терроризмом и годами репрессий, процветанием наркомании, проникновением живого существа в космос, созданием искусственного интеллекта, неожиданными революциями и переворотами в сфере человеческой нравственности, но сохранившей непреодолимую тягу человеческой души к романтичному, чистому, простому естеству своему. И эта мудрость жива и будет жить в его произведениях, на каком бы из 176 языков мира они не печатались и читались. В 2013 году Татарстан широко отметил 85-летие Чингиза Айтматова научно-практическими конференциями, выставками. Его имя носят улицы, гимназии городов Татарстана. Я в этот знаменательный день презентации 4-томника Чингиза Айтматова довожу до вас. Мы, татары, горды тем, что все основные произведения Чингиза Айтматова переведены на язык Тукая, Джалиля, Галимджана Ибрагимова, что в театрах идут спектакли по его произведениям, что он был и остается любимым писателем татарского народа. Благодарю вас.